Доброе утро, уважаемые любители спорта. Мария Коробова, комментатор Матч ТВ. Мария, расскажите про свой жизненный путь, как вы пришли в комментаторскую работу. Ну, знаете, на самом деле, я в комментаторскую работу пришла, придя в спорт, и на самом деле, вот сейчас я смотрю вот на этих детей и очень сильно им завидую, потому что я себя лично записала в лыжную секцию в 9 классе. Конечно, ни о какой спортивной карьере речи быть не могло, но на самом деле, может быть, в этой истории есть плюс, потому что понятное дело, что я не набегалась, понятное дело, что мне хотелось, и я занималась лыжными гонками, потом так уж исторически сложилось, узнала о таком прекрасном виде, как спортивное ориентирование. Там все-таки, имея такую некую хорошую функциональную базу, которая все-таки некие способности к спорту были, я там выступала достаточно серьезно, попадала в сборную, в лыжном ориентировании выступала в велоориентировании. К своему ужасу, вот я сейчас вот до сих пор вспоминаю, каталась на велосипеде, участвовала в гонках кросс-кантри, в каких-то марафонах. То есть это такая вот история, движуха была. И, наверное, логичным продолжением стало то, что так как я говорю, я не набегалась, мне это очень нравится, я стала комментировать подобные мероприятия. И, собственно, уже начав карьеру на спортивном телевидении, на телеканале «Матч», собственно, перешла вот на подобные мероприятия. Опять же, детям очень завидую, потому что мне вот таких вот детских эмоций очень не хватило, и я вот вместе с ними переживаю, где-то плачу про себя, что как же так, а если бы я, если бы мне, это такая вот история прошлая, и у них все классно, так что комментирую здесь с огромным удовольствием. Первые соревнования, которые вы комментировали? Ой, сложно сказать, наверное, это было тоже как раз спортивное ориентирование, но это такой вот неземной опыт после спортивного ориентирования, когда спортсмены убежали в лес, а ты остался один на стартовой поляне, ты вообще не знаешь, где они, что они делают, что там в лесу, а ты должен рассказывать. Это было крайне сложно, но теперь, мне кажется, мне все равно, что комментировать, если более-менее знаешь правила. Чтобы комментировать, вы где-то учились, может быть, в высшее учебное заведение, где-то этому готовят? На самом деле, я учитель русского языка и литературы по образованию. Я даже поработала в школе, так получилось, что пришлось после года работы, когда я еще была студенткой, из этой школы уйти, и мне было тогда так обидно, и я сказала, что в школу я больше не вернусь. И, собственно, пришлось сделать некий выбор, какой-то протест был высказан, надо было как-то его реализовывать в жизни. И почему-то я решила, что я буду корреспондентом спортивного телеканала. Тогда это был еще телеканал «Спорт», потом в моей карьере была «Россия-2». Потом телеканал «Матч», но, собственно, да, разная очень специфика у нас, скажем так, далеко не все мои коллеги по матчу, по спортивной журналистике могут работать здесь, но мне как-то очень комфортно, и на самом деле моя работа комментатором, она очень помогает, как даже губерния говорит, сразу чувствуется Коробова, в Багале работает, когда какие-то прямые включения в программу «Биатлон» с Питерем губернием, там какие-то интервью. Действительно, этот опыт работы на стадионе, он, конечно же, помогает мне в моей основной профессии. Самые крупные тогда соревнования, которые вы вели? Скажем так, именно как ведущий, наверное, чемпионат мира по спортивному ориентированию. Сейчас, наверное, таких вот крупных, может быть, и не вспомню. С точки зрения комментаторства, именно за кадром на телеканале Олимпийские игры комментировала и в Лондоне, и в Пекине. А чтобы комментировать, вы изначально какую-то статистику изучаете, наверное, да? Конечно, да, готовишься, особенно если вид спорта не знакомый. Я, например, комментирую художественную гимнастику. Вид спорта, в котором я, конечно, многое знаю, но художественной гимнастике немножко проще, там главное красотой восхищаться, потому что в художественной гимнастике даже судьи ничего не понимают, там по неким другим критериям в основном выставляются оценки. Да, конечно, да, собираешь какую-то базу. Сейчас, может быть, здесь, на этих соревнованиях очень много местных ребят, и поэтому я про них мало что знаю, но Настя Резникова, например, приехала, Екатерина Колосова, мне уже каких-то ребят знаешь, и про них уже чуть больше говоришь. И уже не собираешь. А если раньше мы говорим про предыдущие этапы, был кубок, он шел в течение всего сезона, были рейтинги, и, конечно, я даже здесь, на этих стартах, очень много работала с цифрами, очень много собирала какую-то статистику, вспоминала прошлые годы. Но здесь, может быть, это нет такой большой необходимости, на других стартах, понятное дело, да, этому больше внимания уделяешь. Как, на ваш взгляд, соревнования, которые проходят у нас в Алдане? Знаете, очень здорово, на самом деле, учитывая, что это первый приезд Кубка Багали сюда, но я знаю, что очень большая работа была проведена.
бригада такая обширная из Алдана приезжала на этап Кубка Анны Багалей в Демино, в Рыбинск, смотрели, как там все происходит, делали выводы, и очень всему удивлялись, потому что на самом деле Кубок Багалей, это, ну, может быть, сами видите по антуражу, это такое вот особое соревнование, потому что с точки зрения картинки, с точки зрения визуализации, здесь все очень четко, здесь все действительно как на больших соревнованиях, а как привыкли. Ну, это детский старт, ну что, дали старт, они побежали, вернулись из леса, постреляли, собственно, все. Нет, у Кубка Багалей очень серьезные завышенные требования, и самое главное, что как раз принимающая сторона, спортивная школа Алдана, она смогла все это дело помочь воплотить, потому что есть некие проблемы с логистикой, если соревнования проходят внутри, ну, центральной части России, ну, даже если это Новосибирск, загружается машина, огромный прицеп, там очень много всего туда нагружается, и вот сутками все это довозится, и все это есть. Здесь такого сделать было невозможно, и пришлось буквально все создавать с нуля. То есть, посмотрев, как это сделано в Рыбинске, ребята заказали такие же баннеры. Ну, в общем, сейчас, я говорю, сделана такая картинка, которая не отличает Алдан, Кубок Багалей в Алдане абсолютно ни от одного старта, который Анна Багаль проводит. На самом деле, я говорю, честно скажу, работала на разных мероприятиях, на разных площадках, и ну, это действительно... Это очень красиво. Я даже приезжаю на Кубок России по биатлону, я смотрю, вот забор стоит. Сейчас бы пришла Анна Ивановна и сказала, какого здесь забор стоит, он же в камеру, тем более в трансляционную попадает. То есть этот забор бы чем-то закрыли, его бы убрали, то есть Анна Ивановна и большая команда что-нибудь придумали. Вот, так что требования большие, и здесь Алдан им абсолютно полностью соответствует. А вот насчет Дикси, это все у вас с рождения или вы как-то тренируете это? Именно детей? Нет, Дикси. Дикси. Скороговорка можно так. Нет, на самом деле над этим надо работать, я не работаю, если честно. Ну, это все нарабатывается, это как и в спорте. Долгие годы тренировок, а лучшая тренировка – это соревнование. Я очень много комментирую соревнований, поэтому год за годом оно как-то, наверное, немножко совершенствуется. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы приехали сюда, в Алдан, и украсили наши соревнования. Спасибо Алдану. Ага.